Мгм. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада приветствовать вас на нашем обучающем вебинаре «Смысловое чтение как основа развития универсальных учебных действий младшего школьника». Зовут меня Исаева Наталья Николаевна. Буду рада ответить на все возникающие вопросы. На слайде представлены мои контактные данные. А теперь позвольте перейти непосредственно к презентации. Дети нашего времени значительно изменились, мы все с вами это знаем. Они обладают системно-смысловым типом сознания. У детей преобладает смысловая сфера как ориентация на смысл деятельности. Это вызывает необходимость формирования смыслового восприятия и переработки текстовой информации уже на начальном этапе обучения чтению. В последнее время дети выбирают альтернативные способы получения информации, а не чтения. Экранная зависимость приводит к неспособности школьников концентрироваться на какое-либо занятии на длительное время. Таким учащимся необходима постоянная внешняя стимуляция, которую они привыкли получать с экрана. Им трудно воспринимать слышимое, читать, понимая отдельные слова и предложения. Такие школьники часто не могут связывать словосочетания, в результате не понимают текста в целом. И чтение в современном информационном обществе носит такой вот метапредметный характер и является универсальным учебным действием. В этой связи особую актуальность приобретает развитие универсальных учебных действий младших школьников посредством смыслового чтения. Все мы с вами прекрасно понимаем, что начальная школа – это особый этап в жизни ребенка. Он связан с формированием у школьника, я буду их называть по старинке школьниками, основ умения учиться и способности к организации своей деятельности. И именно читательские умения обеспечат младшему школьнику возможность самостоятельно приобретать новые знания, а в дальнейшем создадут основу для самообучения и самообразования на последующих уровнях обучения. Поэтому все мы с вами прекрасно понимаем, что первостепенная задача учителя начальных классов состоит в том, чтобы каждый ученик начальной школы овладел прочным и полноценным навыком чтения. При этом мы с вами прекрасно понимаем, что навык чтения – это явление сложное. Он складывается из двух сторон – смысловое и техническое. Все мы с вами помним, что по федеральному компоненту государственных образовательных стандартов и, собственно говоря, раньше в наших с вами школах, образовательных организациях было такое понятие, как проверка техники чтения. Особенно на тогда еще ступени начального общего образования. Федеральный государственный образовательный стандарт отказался. То есть мы проверяли скорость чтения, проверяли два показателя. Скорость и осмысленность чтения. В данном случае были определенные показатели там, на 4, на 5, которые переводились потом в отметку. Но Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования отказался от числовых показателей, заменив их качественными. То есть неважно, сколько ребенок прочитает по времени слов, главное, что он должен понять то, о чем он читает. Поэтому в данном случае технически, да, ребенок должен грамотно составлять буквы в слога, слога в слова, но при этом не надо забывать, что за техникой иногда мы с вами теряем смысл. Ребенок проглатывает слова, не понимая до конца, что он читает, о чем и, самое главное, зачем он это делает. И в этой связи у нас с вами появляются проблемы, и в том числе в основной школе. И мы с вами констатируем эти проблемы на уровне, в том числе выпускных экзаменов, государственной итоговой аттестации. Когда ребенок не дочитывает задания, когда ребенок невнимательно прочитал, когда ребенок не прочитал вообще что-нибудь,
или интерпретировал прочитанное так, что возникает вопрос, где и что он прочитал, и где он этому учился. Поэтому в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования задача каждого учителя научить школьника учиться. То есть научить использовать учебники, дополнительную литературу и пользоваться другими источниками информации, кроме того, самостоятельно добывать и использовать новые знания, а в дальнейшем проявить способность к самообучению и самообразованию. Соответственно, для реализации данной задачи необходимо сформировать у обучающихся навык чтения. При этом подчеркну, что навык чтения имеет две стороны. Повторю, смысловую и техническую. Техническая сторона включает в себя способ чтения, темп, правильность, выразительность. Следует заметить, что сегодня в первый класс приходит немало читающих детей, но при этом проявляют равнодушие вообще к книге и даже какое-то такое неприятие читательской деятельности. Почему? То есть давайте задумаемся, каковы причины этого явления. Во-первых, родители сами мало читают и практически полностью перестают читать со своим ребенком, когда тот становится школьником. Во-вторых, придя в школу, дети на всех уроках чаще говорят с учителями, а не учебной книгой. В-третьих, технической стороной чтения в методике и практике начального обучения всегда уделялось достаточно много внимания. А понятие смысловое чтение и методика его формирования до принятия стандарта фактически отсутствовали. Поэтому на одном из совещаний бывший министр просвещения Российской Федерации Ольга Юрьевна Васильева назвала пугающие цифры, пугающую статистику, что только 11% детей знакомятся в первый раз с книгой дома, все остальные в образовательных организациях, будь то садики, школы и так далее, в зависимости от уровня. Поэтому здесь еще крайне важна работа педагогического состава с родителями. Техническая сторона включает в себя способ чтения, как я уже говорила, темп, правильность, выразительность. Под понятием смысловое чтение мы понимаем получение лишь той информации, которая необходима читателю. Цель смыслового чтения – это максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию, то есть осуществлять познавательную деятельность. И поскольку смысловое чтение является метапредметным навыком, то, о чем я уже сказала, то составляющие его части будут в структуре всех универсальных учебных действий. Это и личностные, и здесь мы будем говорить с вами про мотивацию чтения, мотивы учения в целом процесса, как процесса, отношение к себе и к школе как таковой. Если мы с вами рассматриваем регулятивные УУД, то в данном случае это и принятие учеником учебной задачи, и произвольная регуляция деятельности. То есть, исходя из поставленной задачи, он самостоятельно может достичь, выбирать те или иные действия, ту или иную информацию. Коммуникативные. В данном случае, в первую очередь, это умение организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками. Адекватно передать информацию. Отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. Ну и, конечно же, самая большая, наверное, в данном случае группа универсальных учебных действий, да, это будут познавательные. Это владение основами смыслового чтения, художественных, познавательных текстов. А мы с вами видим, что наши учебно-методические комплексы в последнее время очень хорошо интегрируют различные виды текстов. Умение выделять существенную информацию из текстов разных видов. Умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. Умение осуществлять синтез, как составление целого из частей.
и умение осуществлять сравнение, классификацию некую, может быть, сериацию по заданным критериям. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, в том числе и доказывать, выдвигать гипотезы и их обоснование. То есть посмотрите, какой огромный пласт универсальных учебных действий ребенок каким огромным пластом овладеет, если научится смысловому чтению. Мы говорим о том, что согласно требованиям федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, ныне действующих, на всех без исключения уроках под руководством учителя школьники должны осваивать следующие виды смыслового чтения. Их 4 основных. Первое – это ознакомительное чтение. То есть оно направлено на извлечение ключевой информации или выделение главного содержания текста или книги. Второй вид – это поисковое, просмотровое чтение, то есть выборочное чтение, которое предполагает нахождение конкретной информации или какой-то крупицы, единицы информации, то есть конкретного факта. Изучающее или критическое чтение, имеющее целью извлечение полной и точной информации с последующей интерпретацией содержания текста. Овладевая изучающим чтением, обучающиеся учатся ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию. И последний вид – это рефлексивное, вдумчивое, медленное, художественное чтение, которое позволяет предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт, понимать основную мысль текста, прогнозировать содержание по ходу чтения, анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения. В целях личностного и познавательного развития обучающихся и достижения социально желаемого результата становления разных видов чтения на всех без исключения уроках используются следующие приемы и способы работы. Во-первых, это, конечно же, анализ учебных заданий, инструкции, развитие умения вчитываться в задания, выделять ключевые слова, понимать, принимать смысл задания, переводить каждое задание в саму инструкцию и алгоритм действия. Во-вторых, это выполнение письменных заданий. Это ответы на поставленные вопросы, высказывание своей точки зрения, приведение доводов как в поддержку высказанного утверждения, так и в опровержение, объяснение различных ситуаций с помощью текста, доказательство высказанной чьей-либо точки зрения с опорой на прочитанный текст, либо же, наоборот, опровержение. И, конечно же, в-третьих, это вычитывание и обобщение информации из таблиц, пиктограмм, графиков, диаграмм, проспектов, рекламных материалов и так далее. То есть мы с вами понимаем, что перед нашими детьми в 21 веке, веке информации, огромное количество информации их окружает, и им нужно уметь не только разбираться в представленной информации, но и уметь вычленять основное, главное, чтобы не потонуть под этим ворохом. Соответственно, на уровне начального общего образования разработана система специальных упражнений для обучения наших с вами деток работе с текстами. Во-первых, первая группа, можем ее назвать таким образом, обобщенно, это работа со словом. Без внимания работы со словами не может быть понимания текста. Словарная работа должна вестись на каждом уроке литературного чтения, и ей надо уделять должное внимание. Причем словарную работу можно разделить на 3 вида. Это работа с незнакомыми словами, когда мы с вами, прочитав текст, ребенок, прочитав текст, вычленяет эти незнакомые слова, потому что начинающий читатель зачастую отчетливо не осознает, что в тексте есть непонятное для него слово.
Любой учитель сталкивался с этим явлением, задавая детям вопрос после чтения слова, текста, например. Какие слова были непонятны? И, как правило, дети таких слов не называют. Поэтому, не исключая словарную работу перед чтением, у детей важно создать установку на самостоятельное выделение при чтении непонятных слов и выяснение их значений. В методике обучения понимания текста делается акцент на том, чтобы каждое непонятное ребенку слово было для него словно красный сигнал светофора, препятствующий дальнейшему движению. То есть пока не разобрались, дальше не идем. Остановились. Вторая группа – это работа с ключевыми словами. Второй вид, простите. Серьезно страдает понимание и от невнимания к ключевым, наиболее важным в тексте словам. Иногда от одного слова зависит смысл всего текста, и без зацепки за это слово нельзя понять правильно текст. Обращать внимание детей на такие слова нужно при чтении любого текста. Это помогает и ребенку ориентироваться потом в дальнейшем, учит составлять планы текста и учит структурировать вообще в целом речь и свою работу. И третий вид – это работа со словами-образами. Получать удовольствие от чтения художественного текста невозможно без чуткого отношения к словам-образам или художественным средствам, найденным автором произведения. Знакомство со словами-образами, в которых скрываются секреты красоты текста, начинается с понятия о сравнении. Ну и сравнение мы с вами прекрасно знаем, что позволяет сделать образ, возникающий у читателя, более ярким, полным, объемным. Сравнение бывает нескольких типов, вы прекрасно это знаете. Простое сравнение выражается при помощи слов «как», «словно», «будто». Есть превосходный тип сравнения, скрытые сравнения. То есть цель обучения состоит в том, чтобы показать, что образность текста подчинена замыслу автора и помогает читателю сблизиться с текстом. Вторая система – это применение метода ведения диалога с текстом. Диалог с текстом происходит в результате активного вычитывания текстовой информации с целью понять загадки текста, разглядеть позицию автора, осознать свое отношение к этой позиции. Этот диалог часто начинается уже при знакомстве с названием произведения, а заканчивается самостоятельным поиском ответов на вопросы, которые остались нераскрытыми в тексте. Данный метод можно разделить на несколько видов операций. Во-первых, их 3. Первое – это поиск непонятного в тексте и формулировка вопросов. Второй этап – это вероятностное прогнозирование ответов на возникший вопрос или дальнейшего содержания текста. И третье – это самоконтроль. То есть мы предположили, как будет дальше развиваться событие, мы можем это сделать вслух, мы можем это сделать про себя, и в дальнейшем, дочитав или прочитав определенный фрагмент, дочитав фрагмент или прочитав целиком произведение, мы проверяем, верны ли были наши предположения, либо же мы ошиблись, и если ошиблись, то почему, что мы такого не заметили, какие такие вот маркеры мы с вами не заметили, которые оставлял нам с вами автор. Третья система – это развитие читательского воображения. Многие трудности понимания и запоминания текста связаны с неразвитым или так называемым ленивым воображением. Тренироваться, включать воображение следует на небольших текстах, которые легко воссоздаются. Постепенно количество таких элементов можно увеличивать, переходя к воспроизведению целых картин. Задание состоит в том, чтобы представить описываемое и воспроизвести свои представления устно или письменно, словами или красками. Для развития читательского воображения необходимо помнить о важности ключевых методических вопросов при проверке первичного восприятия текста. То есть, что ты представил? Или какие картины ты увидел в своем воображении, когда читал? Или опиши мне, что ты подумал.
Эффективными будут также словесное и графическое рисование, особенно на материале тех произведений, которые не сразу поражают зрительные образы. Например, лирические стихи. Это ведь достаточно сложно. Особенно на уровне начального общего образования, когда мы детям говорим: вот вы прослушали какое-то произведение, стихотворение, нарисуйте свои ассоциации, то есть то, что ты представил. Психологи говорят, что только 10-15% обучающихся могут справиться с таким заданием. Кроме того, конечно же, огромную роль играет и работа с иллюстрациями художников, их рассматривание и анализ. В данном случае необходимо регулярно задавать такие вопросы, наводящие вопросы нашим деткам. Опиши передний план, задний план, что ты видишь на картине, не словами автора данного произведения, а своими словами. Тем самым мы с вами увеличиваем словарный запас ребенка. Не следует забывать о значении таких приемов, как инсценирование, как отдельных эпизодов, так и всего произведения. При этом работа детей придется не раз погружать в текст. То есть либо дети самостоятельно перечитывают неоднократно текст, либо совместно с учителем перечитывают текст, обращая внимание на те детали художественного пространства и времени, какие-то, может быть, портретные характеристики, либо героев, либо событий, либо эпохи, описание поведения героев. Опять-таки же здесь необходимо вычленять ключевые слова. Как посмотрел, куда встал и так далее, которые могли быть упущены, не увидены при первом чтении. Для развития творческого воображения можно использовать такие задания. Придумай своих героев, свои приключения, другой конец для произведения. Так, например, мы с вами знаем, что функциональная грамотность, которой мы с вами обучающиеся наши с вами подвергнутся мониторингу функциональной грамотности в апреле 2020 года. Так вот, там одно из заданий на креативное мышление как раз заключается в том, что представлен фрагмент начала сценария, либо задана какая-то ситуация, сценарный ход, а ребенок должен прописать, что же там произойдет, подобрать героев, подобрать костюмы и так далее. Он к 5 классу не научится этого делать, если мы в начальной школе не будем развивать у него читательское воображение. Таким образом, мы можем сказать, что работа с текстом – это полезный и интересный вид работы, позволяющий не только проверить уровень понимания текста, но и умение его анализировать. В результате обучения смысловому чтению у обучающихся, во-первых, повысится интерес к чтению. Если ребенок будет понимать, зачем он читает, о чем он читает и для чего в дальнейшем он это читает. Изменится отношение к урокам. То есть дети чаще станут посещать библиотеку, чтобы найти материал по изученной теме. С удовольствием будут находить дополнительный материал к урокам, особенно при подготовке домашнего задания, а не искать его в интернете, в Википедии и так далее. Кроме того, повысится познавательное отношение к прочитанному. Научится показывать свое исследовательское отношение, желание глубже вникнуть в суть произведения. Разовьется положительное отношение к заданиям творческого и проблемно-поискового характера. Таким образом, можно сказать, что человек, владеющий навыками смыслового чтения, всегда сможет эффективно учиться по книгам, усовершенствовать приобретенный опыт работы с информацией. А вы прекрасно знаете, что современному человеку в 21 веке без информации жить невозможно.